Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 от 11 июня сегодня президент Абхазии Аслан Бжаня подписал распоряжение, согласно которому режим пересечения абхазо-российской государственной границы, действующий на данный момент, продлен до 1 июля. Кроме того, до 1 июля запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения. Все также запрещена деятельность магазинов беспошлинной торговли и дьюти-фри на абхазо-российской государственной границе и деятельность дошкольных образовательных учреждений. Руководителям центральных и местных органов госуправления, госучреждений, предприятий и организаций до 1 июля 2020 года предписано освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано до 1 июля 2020 года освободить работников, имеющих детей дошкольного возраста, также с сохранением заработной платы. Распоряжением Аслана Бжаня Григорий Пиля назначен советником президента Республики Абхазия. Григорий Давидович Пиля – выпускник Московского государственного университета имени Черномырдина по направлению производственный менеджмент. В разные годы работал по специальности в концерне Росэнергоатом, в концерне Росатом, в госкомпании Апснергылара, Госстандарте Абхазии. С марта 2018 года эксперт управления строительства в Центре инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы в Москве. Еще одним распоряжением Аслана Бжаня Валерий Пабба назначен помощником президента по внешнеэкономическим вопросам. Аслан Бжаня сегодня встретился с муфтием Абхазии, председателем Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимуром Дзыба. Приветствуя гостей, Аслан Бжаня отметил важность межконфессионального согласия. Он выразил мнение о необходимости консолидации религиозных организаций во имя укрепления и развития абхазского государства. Глава государства и представители мусульманского духовенства обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью Духовного управления мусульман Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб сегодня провел рабочую встречу с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании также приняли участие представители экономического блока правительства. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, представители бизнеса поделились мнением относительно эффективности налога на добавленную стоимость, отметив, что в текущих условиях правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. По их мнению, необходимо пересмотреть и перечень товаров, не подлежащих обложению косвенным налогом НДС, с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода. На встрече также была обсуждена перспектива вступления в силу нового закона об упрощенной налоговой системе и вопросы регулирования условий уплат налогов по текущей общей системе налогообложения. По итогам совещания членам правительства поручено провести анализ предложений представителей бизнеса, произвести расчет финансовых рисков в части поступления средств в бюджет республики при условии отсроченных НДС платежей или снижения сегодняшней ставки. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 23 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у одного человека. Это курсант, который в ближайшие часы будет госпитализирован в стационар Гудаутского госпиталя. Таким образом, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Из них 8 граждан находятся в Гудаутском госпитале. Один прибудет туда в ближайшее время. 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. Мнение членов Координационного штаба о том, что государственные границы Абхазии пока должны быть закрыты, по-разному восприняли граждане республики. Если многие согласны с тем, что границу открывать нельзя, так как это небезопасно для жизни и здоровья населения, то другие осуждают такое решение и призывают впустить в страну туристов. Наша съемочная группа отправилась на улицы Сухума, чтобы узнать, что думают по этому поводу жители столицы. Смотрите репортаж Эсмы Гуланзе. Одним из самых острых моментов прошедшего заседания Координационного штаба стало выступление премьер-министра Александра Анкваб, в котором он отметил, что несмотря на благополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, государственная граница по-прежнему должна оставаться закрытой. Несомненно одно.
граница на сегодняшний день не может быть открыта. И все те меры, о которых мы говорим сейчас, внутри страны будут основываться на этом. Приезд в Абхазию не граждан Абхазии возможен, но в отдельных, индивидуальных, даже скажу так, исключительных случаях, после соответствующих проверок компетентными органами. Новость о том, что граница будет закрыта еще как минимум месяц, вызвала неоднозначную реакцию многих наших граждан. В абхазском сегменте интернета появились обсуждения с комментариями некоторых возмущенных пользователей, требующих открыть границу и впустить в республику туристов. Наша съемочная группа решила услышать мнение граждан столицы. Как оказалось, большинство опрошенных считает, что дальнейшее закрытие границы пагубно скажется на экономике страны. Наблюдается как более положительная динамика, уменьшается количество зараженных, то, наверное, можно открыть границу. Просто сейчас же лето, и многие от этого зависят, у многих там бизнес только на этом завязан, многие ждут этого, и я думаю, все-таки стоит открыть, если будет наблюдаться уменьшение количества зараженных. А если продлится карантин, то, естественно, закрытое оставлять. Мы можем рассмотреть их практику и в соответствии с этим как-то частично уже открывать границу, потому что для Абхазии, для страны, в которой основной оборот и вся денежная масса, большая часть появляется благодаря туристическому сезону, то очень многие граждане зависимы от этого, поэтому нам нужно, чтобы экономическая ситуация в стране стабилизировалась. Для этого я думаю, что открытие границы необходимо. Представители старшего поколения в основном согласились с принятыми мерами и в целом считают их оправданными. Дело в том, что все-таки это чревато. Пока еще больные коронавирусом пока у нас есть. И везде за границей, везде закрытый, допустим, выезд наших граждан. У нас есть опаска, что все ринутся в Абхазию. С другой стороны, если бы не коронавирус, это нам на руку. Все же есть какая-то опасность, что может что-то нам занесут. Горожане затронули и другие карантинные ограничения по республике. В частности, продолжительное закрытие дошкольных учреждений. Я, как родитель дошкольника, за то, чтобы сняты были и другие ограничения, в частности, чтобы наконец заработали детские сады. Так как очень сложно в условиях Абхазии организовать ребенку досуг. А тем более сейчас, когда закрыты все образовательные, учебные и любые другие заведения для детей. Среди опрошенных были и те, кто высказал категорическое несогласие с дальнейшим закрытием госграницы и, более того, не верит в опасность коронавирусной инфекции. Я, например, не могу свою маму вывести, чтобы она получила пенсию. Не могу тетю вывести на лечение. Нужно какие-то документы, какие-то это. Это неправильно. Почему в Сочи, Краснодар, Ставрополь, в Ростове гостиницы все открыты, курортный сезон, а мы не можем? Чем мы хуже России? Чем? У нас и воздух чище, и набережная хорошая, и люди хорошие. Что за ограничения такие? Да, мы соблюдали. Что я очень благодарна народу, мы, правда, соблюдали этот коронавирус. Хотя я не знаю, это, по-моему, какой-то бред. Противоположное мнение высказал другой житель города, который считает, что данный вопрос должен решаться исключительно медиками. Должны принимать решения специалисты, наши медики, наши врачи. Они знают, есть опасность. Нас как-то Бог миловал, здесь пандемия нас мимо обошла. Был один, к сожалению, смертельный случай, Царство Небесное. Несколько у нас больных, они проходят лечение. И я, насколько понимаю, у нас так все это спокойно проходит только потому, что у нас была закрыта граница. Как бы я понимаю, что людям нужно заработать, их желание, чтобы границу открыли, очень тяжело, вопросы сложно решаются. Но склоняюсь к тому, что, наверное, все-таки лучше, если она будет закрыта. А тем временем пандемия пока не отступает. В соседних с Абхазией регионах продолжают фиксировать новые случаи заболевания. В Краснодарском крае всего зафиксировано 4735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых погибло 47 человек. Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 умерло в Дагестане. 309 человек с начала пандемии. Далее следует Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. В некоторых из этих регионах, так же как и в Абхазии, не верили в
опасность, которую несет коронавирус. Но последняя информация из Карачаева-Черкесии пугает и заставляет задуматься. Как пишут многие интернет-пользователи, в этой республике коронавирусом болеют целые семьи. Медики не успевают оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Поэтому, несмотря на достаточно спокойную санитарно-эпидемиологическую обстановку, гражданам Абхазии все же не стоит расслабляться и пренебрегать мерами безопасности. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. 12 июня в Российской Федерации отмечается один из главных государственных праздников – День России. Президент Абхазии Аслан Бжани от имени народа Абхазии поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина. День России – самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Этот праздник является богатейшим духовным и культурным наследием российского народа, который ведет к незыблемым ценностям патриотизма, свободы и справедливости. Сегодня современная Россия – сильная и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы, отмечается в частности в поздравлении Аслана Бжани. Президент Абхазии выразил Владимиру Путину искреннюю благодарность от всех жителей республики за его неоценимый вклад в укрепление абхазской государственности, обеспечение безопасности и социально-экономического развития страны, повышение уровня благосостояния граждан. С Днем России членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации также поздравил спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча. В поздравлениях, адресованных председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, выражается поддержка активным действиям руководства Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и деятельности по преодолению глобальных вызовов современности. С Днем России своего коллегу, председателя российского правительства, поздравил и премьер-министр Абхазии. На многовековом пути строительства, сохранения и развития государства российский народ преодолел большие испытания. Современная Россия достойно противостоит новым вызовам и угрозам. Как авторитетная держава твердо выступает за региональную и международную безопасность и стабильность, отмечается в частности в поздравлении. Александр Анкваб особо подчеркнул, что тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации. Они достигли значительных результатов. Премьер-министр выразил убеждение, что эти отношения будут укрепляться, а практические результаты совместной деятельности дадут мощный импульс их дальнейшему развитию. Поздравительные письма также были направлены на имя чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. С главным государственным праздником России Алексея Двинянина поздравили члены Общественной палаты, руководители политических партий и движений республики. 12 июня, в День России, Росконцерт запустил масштабный международный онлайн-проект. Начиная с сегодняшнего дня зрители 11 стран мира – Абхазии, Индии, Кореи, Ирана, Киргизии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Палестины, Турции, Вьетнама и Узбекистана – будут знакомиться с лучшими народными коллективами. Зарубежный зритель познакомится с культурой разных регионов России, ее прославленными коллективами, имеющими богатую историю. В свою очередь, страны-партнеры проекта на базе российского просветительского портала «Культура РФ» покажут выступления своих лучших ансамблей. Так, сегодня на нашем канале будет транслироваться запись российской премьеры оратории Андрей Рублев, Марко Фрезины. А на базе просветительского онлайн-портала «Культура РФ» состоится показ 17-го международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» 2019 года, который прошел в столице Абхазии в городе Сухум. Оратория Андрея Рублев была написана известным ватиканским композитором, лауреатом множества профессиональных наград монсеньором Марко Фрезина в 2018 году, не приурочена к 30-летию прославления знаменитого русского иконописца в лике святых. Мировая премьера состоялась 20 января 2019 года в Кафедральном соборе Рима, базилике святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Российская премьера в Московском концертном зале «Зарядье» 24 ноября 2019 года.
Сюжет основан на легенде о встрече ученика Андрея Рублева и иконописца Даниила Черного с учителем. Андрей Рублев живет в непростое время нашествия татар, и встает перед искушением описать суровую действительность такой, какая она есть в реальной жизни. Но его останавливает глубокое внутреннее понимание настоящей красоты. Понимание того, что Бог не оставляет свой народ, и что настоящая реальность – это любовь между Создателем и творением, которую никакая жестокость не сможет поколебать. Продолжаем выпуск. Директором государственной компании «Абхазтоп» назначен Рамаз Джопуа. В государственное предприятие «Абхазавторресурсы» возглавил Рауль Какалия. Сегодня новых руководителей коллективом организации представила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Смотрите репортаж Гугу Цивардания. Представляя коллективу государственной компании «Абхазтоп» нового руководителя, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что на предприятии сегодня немало проблем, поэтому основная задача нового главы – приложить максимум усилий для плодотворной работы. Руководство республики в лице президента, премьер-министра приняло решение дать вам возможность поработать в данной компании. И в этой связи хочу сказать следующее. Государственная компания «Абхазтоп» достаточно крупная компания с оборотом почти 800 с лишним миллионов рублей. И это говорит о том, что на вас возложена задача достаточно эффективно управлять государственной собственностью и, соответственно, приложить максимум усилий для того, чтобы компания была прибыльной. Как вы знаете, что на данном этапе здесь достаточно серьезная финансовая ситуация, она пока нестабильная, числится очень значительная дебиторская задолженность, вам предстоит провести очень большую и кропотливую работу. Я думаю, что мы с вами совместно справимся с данной задачей. Речь идет о том, что государственная собственность, она для этого определена государственной, и необходимо принимать максимум усилий для того, чтобы предприятие, государственная компания была прибыльной. Рамаз Джопуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, по специальности филолог. В разные годы работал корреспондентом АГТРК, возглавлял отдел информации и связи с общественностью Ачимчирского района, был депутатом районного собрания, а также директором Ачимчирского районного телевидения. С 2010 года заместитель председателя партии Амцахара. Рамаз Джопуа поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и подчеркнул, что в полной мере осознает возложенную на него ответственность. Я понимаю, куда я иду, я понимаю, какие проблемы в компании. Я опять говорю, надеюсь на коллектив, совместно мы выправим ситуацию. Я еще раз говорю, для меня неприемлем две вещи. Это ложь и воровство. Этого в компании не будет. Если это произойдет, или люди пойдут домой, или пойдут в другое место. Это я могу сразу обещать, это исключается. Я надеюсь, опять-таки, на молодой коллектив. Вот я вижу здесь, я надеюсь на вас, на вашу поддержку. Мы совместно с вами выпрямим эту ситуацию. Новый руководитель у государственного предприятия «Абхазавторресурсы». Указом Кристины Озган главой компании назначен Рауль Какалия. Рауль Ладикович, на вас возложена очень большая миссия. Она связана с выполнением государственных обязательств компании, республиканским предприятием «Абхазавторресурсы». Хочу заметить, что данная организация является монополистом в сфере заготовки и реализации лома черных металлов. На данном рынке, соответственно, присутствуете вы и регулируете этот процесс вы в рамках действующего законодательства и нормативных актов правительства. Хочу отметить, что в обороте компании практически 70 миллионов рублей. При таком уровне оборачиваемости очень низкий размер прибыли. Она даже составляет менее 1% от оборота. Поэтому прошу вас обратить особое внимание на доходность данного бизнеса. У меня однозначная позиция, что этот бизнес должен быть доходным. И практика такая была. Я прошу ее восстановить. В свою очередь Рауль Какалия выразил надежду, что вместе с коллективом предприятия им удастся решить поставленные задачи. Коллектив хороший, знакомый коллектив. Я надеюсь, что у нас все получится. Государственные интересы мы абсолютно не собираемся нарушать.
А так, спасибо всем. Раули Какалия – выпускник историко-юридического факультета АГУ, участник Отечественной войны народа Абхазии. Дважды избирался депутатом Гульжипского районного собрания. С 2006 по 2013 год возглавлял Гульжипское районное отделение партии «Единая Абхазия». С 2015 года возглавляет отделение политической партии Амцахара в том же районе. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Центральной избирательной комиссии в соответствии с графиком, утвержденным календарным планом, сегодня завершилась регистрация инициативных групп и прием документов. Всего зарегистрировалось 9 инициативных групп. В ближайшие 10 дней ЦИК рассмотрит предоставленные документы и примет решение о регистрации кандидатов в депутаты. Выборы пройдут 12 июля в 4 округах: Кындыхском номер 3, Гудаутском номер 18, Бзыбском номер 10 и Отхарском номер 14. Есть у нас первое заседание, планируется буквально в понедельник уже будет, в 11 часов. Мы будем рассматривать уже ранее представленные от тех, которые к этому моменту представил и документы чин. Наши рабочие группы изучили, рассмотрели, будут вынесены на рассмотрение Центральной избирательной комиссии, будет по ним принято решение. Будем рассматривать и эфирное время, по которому в обязательном порядке с представителями СМИ мы будем согласовывать наши действия, как это делалось традиционно раньше, просматривать. Но должен вам сказать, что мы находимся в стадии основных выборов, это повторные выборы. И многие решения, принятые Центральной избирательной комиссией по основным выборам, они действуют, они не перестали иметь свою актуальность. Поэтому в рамках этого, должен вам сказать, каких-то нововведений, изменений не планируется и не будет, тем более, что каких-то изменений и в законодательном плане нет. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром туман, до второй половины дня воскресенья временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.